Так, ну что, началась у нас с вами трансляция. И давайте в первую очередь я поприветствую всех, кто сюда пришел. Поэтому поприветствую вас сразу по-тибетски. Скажу вам Трашиделек. Трашиделек это по-тибетски здравствуйте. Заодно это поздравляю. Поздравляю с Новым годом, с днем рождения, с любым праздником. Подойдет для любого случая. Поэтому, если видите где-нибудь тибетцев, смело говорите ему Трашиделек. Вот. И, соответственно, это такое универсальное приветствие. Меня зовут Тамара, Илюхина Тамара. Я так получилось, что знаю тибетский язык, я перевожу с тибетского, я уже написала некоторое количество учебников тибетского языка. У меня открывается сейчас онлайн-школа тибетского языка. Ну и так получилось, что я этому уже достаточно давно посвящаю свою жизнь. Из хобби это переросло в профессию. Это моя такая большая настоящая любовь, и я вот хочу с вами поделиться этой своей любовью, рассказать вам о тибетском языке, о Тибете, это все, что с этим связано, о чем успеем, конечно, сегодня поговорить. Вот. Ну что же, когда мы с вами говорим о тибетском языке, то давайте в первую очередь мы с вами обозначим регион, где у нас с вами говорят по-тибетски. Мне бы хотелось, чтобы у нас с вами был какой-то такой, всегда взаимообмен. Где говорят по-тибетски, скажите, пожалуйста. Тибет. Вот. Ну, говорят по-тибетски в Тибете, но так трагически достаточно сложилась история прошлого века для этого региона. Сейчас это у нас с вами территория современной Китайской Народной Республики. Также у нас с вами этнические тибетцы проживают в очень большом количестве в Непале, их много в Индии, их много сейчас по всему миру. Их много и в Европе, например, то, что касается тибетского языка, то в парижском метро, честно говоря, тибетский я слышала чаще, чем французский. Вот. То есть вот такая вот у нас с вами сейчас достаточно сложная география. Но у нас тибетский язык – это местность горная. Если кто-то сталкивался с языками, изучал их, знает, что в горной местности обычно очень много диалектов, которые сильно разнятся. Вот. Мы, в принципе, насчитываем 3 крупных диалекта. Это центральный тибетский диалект, это амдосский диалект и камский диалект. Ну, помимо этого есть, конечно, их огромное множество. Но вот это вот центральный, амдосский и камский, это, в принципе, их учат как отдельные языки. Они настолько сильно отличаются, что они друг друга не понимают. Но письменность у всех одна и та же, поэтому в итоге они могут переписываться, если что, записочками. Но в устной речи у них прямо встречаются серьезные проблемы в взаимопонимании. Но даже если вы просто переходите из деревеньки в деревеньку, спускаетесь с долины в долину, вы можете попасть в такую ситуацию, что вас не будут понимать, там будут какие-то свои уже особенности. Здесь вот, в России мы люди равнинные, нам просто даже непонятны эти проблемы, почему вот это так. Но так получается, что там, где люди живут на равнине, у них коммуникация легче. В горах более изолированное проживание. Ну вот это вот то, что касается у нас с вами региона распространения. То, что касается количества носителей, я вот слышала такие достаточно разные цифры, от 6 до 9 миллионов носителей. Но будь то 6 миллионов носителей, будь то 9 миллионов носителей, на самом деле это все равно миллионы. И совершенно точно мы не можем назвать этот язык редким, потому что если речь идет о миллионах носителей, это уже достаточно распространенный язык. У нас с вами бывают языки, на которых говорит там несколько тысяч человек, бывают практически исчезающие языки, на которых говорит там, например, где-то в Псковской области есть, там в Карелии, исчезающие языки, на которых говорит там 60 человек, но тибетский к ним точно не относится. Это миллионы. И я сама ездила в тибетский автономный регион. В принципе, я перспективу достаточно оптимистично оцениваю. Они говорят, носители все на своем языке, издаются как бы учебники и так далее. То есть язык существует и будет существовать еще достаточно долго. Вот. Ну, теперь мы с вами, собственно говоря, давайте уже поговорим об его истории. Конечно, говоря об истории языка, надо в первую очередь поговорить о истории создания тибетской письменности. А история создания тибетской письменности, она напрямую связана с распространением в Тибете буддизма. А буддизм в Тибете появился, в принципе, впервые появился как государственная религия в VII веке, но до этого во времена правления тибетского царя Флата Тори, а это было еще, когда столица Тибета была в районе Хлока, есть такая башня первого царя Тибета, Имбулаган, тогда еще там
была резиденция тибетских царей. Ну, была такая удивительная история. Это было начало этого тысячелетия. Вот во время правления этого царя Хлато-Тори с небес на крышу дворца упал сундук железный. И в этом железном сундуке оказались артефакты. Оказалась мантра, свиток, на котором была написана мантра, оказались несколько текстов, оказались священная ступа, но это тексты были на санскрите, тексты буддистские, мантра Ом-Мани Падме Хум, как история сообщает, но никто, естественно, не понял, что это такое, но поскольку вот это попало в Тибет таким чудесным образом, упало с неба, царь решил считать эти предметы священными, поместил их на алтаре, на священное место и им оказывал почести. То есть, в принципе, вот этот вот эпизод такой чудесный все считают первым моментом, когда вообще в Тибете появились какие-то буддистские артефакты. А вы верите, что с неба упал сундук железный? Скажите, пожалуйста. Легко. Да, мне тоже кажется легко. Легко, да? Ну, тогда его как он с неба упал? Я просто находила вещи, которые мне хотелось совершенно вот. Ну вот что-то может, не так понимаете, может, просто чудесным образом появился. Ну, вот упал, говорят, что упал с небес. Упал с небес. Ну, сам царь рассказывал. Вот. У него, кстати, были сны волшебные. Сначала он не понимал, что с этим делать, потом он во сне услышал, что ему как бы было сообщено, что через 5 поколений придут люди, которые смогут понять, прочесть это, и как бы он решил это сохранить. Ну, собственно говоря, действительно, через 5 поколений в 7 веке в Тибете появился царь Сатсангампо. И вот царь Сатсангампо – это очень значимая фигура для Тибета и для тибетского буддизма, и вообще для тибетской государственности. Почему? Потому что он очень много сделал для того, чтобы Тибет стал сильной страной. Он родился, некоторые источники сообщают, что в 13 году, 613, некоторые, что в 617, но уже в 13 лет он зашел на престол. В 16 лет он заключил политически выгодные браки, политически важные. В общей сложности говорят, что у него было 5 супруг, но 2 из них были китайская и непальская принцессы. И обе эти принцессы, приехав в Тибет, привезли с собой очень важные буддистские артефакты, они привезли с собой тексты, они привезли с собой статуи буддистские. Одна из этих статуй, Будда Джова она называется, она и по сей день находится в Лхасе, в Тибете. Это самая почитаемая, самая известная статуя Тибета. И вот, собственно говоря, тогда Сатсангампо принял решение принять в Тибете буддизм к вероисповеданию. Это решение отчасти тоже было политическим, потому что рядом находилась страна Шаншунг, которая была достаточно сильной страной, и Тибет находился в зависимом вассальном положении относительно Шаншунга. А в Шаншунге была в тот момент распространена добуддистская религия Бон. И, собственно говоря, чтобы как-то вывести Тибет из этого положения, было решено принять к вероисповеданию буддизм. И для того, чтобы принять к вероисповеданию буддизм, стал вопрос о том, что нужны тексты, нужны учителя, нужны переводы. А для того, чтобы делать переводы, нужна своя письменность, потому что они не хотели пользоваться. В Тибете была до этого письменность, но это была письменность Шаншунга, это была бонская письменность. То есть они пользовались, на самом деле в древнем мире очень часто ситуации, когда пользуются письменностью соседей. Не заморачиваются придумывать свою. Зачем? Вот здесь вот есть рядом у соседей письменность, давайте на ней будем писать. История древнего мира, она много таких случаев знает. Вот. Собственно говоря, религия была бонская, это язык Шаншунга, это письменность Шаншунга. Она отличается от тибетской письменности, и язык Шаншунга тоже отличается от тибетского языка. Почему мы это знаем? Просто потому, что у нас с вами есть словари тибетско-шаншунговские. Даже если эти языки похожи, но у нас с вами русский с белорусским тоже похожи, но тем не менее это языки разные. Их нужно тоже учить как отдельные языки. Но для того, чтобы разработать свою письменность, отправили группу молодежи в Индию. И первые экспедиции, они потерпели неудачу, потому что была очень большая разница в климате. Тибет, высокогорье, холодный климат, сухой. Индия, жаркий климат, влажный.
Некоторые просто погибали от вот этой вот разницы в климатической, некоторые были недостаточно талантливы, не смогли ничего выучить. Пока в конце концов в Индию не отправился сын одного из министров, которого звали Танми Сампхота. Вот это вот тот человек, с которым мы, собственно говоря, связываем появление тибетской письменности. История рассказывает нам, что когда было принято решение попросить его отца, министра, отправить своего сына в Индию, отправили группу послов, которые приехали к его отцу-министру, и его отец-министр в это время пахал поле, а его сын Танми Сампхота в это время спал рядом на меже. Ну о чем нам с вами это говорит? О том, что в VII веке в Тибете министры сами пахали поле. Вот. С одной стороны, можно подумать, что это так, практически демократично. Вот. Но с другой стороны, надо сказать, что этого министра поле было. Потому что в Тибете очень мало плодородных земель. Плодородные земли стоят очень дорого, это большая редкость. И, в принципе, только крупный феодал и знать имели вот эти вот поля. Вот. Ну, соответственно, вот это как бы для нас такой показательный момент. Говорят, что когда эта делегация подъехала к его отцу, они спросили у него, ну и сколько ты сегодня уже успел спахать? Но он спросил у них, ну а сколько ваши лошади успели сделать шагов? И говорят, что за этим полем так и закрепилось название «Поле вопроса». Вот, так вот его назвали «Полем вопроса». Ну, Танми Сампхота отправился в Индию, он тогда был еще подростком, он оказался юношей очень острого ума. Там в Индии он выучил огромное количество разного рода письменности, он выучил несколько разных грамматик. Летописи сообщают нам, что он знал 364 вида письма. Ну, 364 вида письма – это цифра, которая нас очень сильно впечатляет. Прям так сразу думаешь, ого, ничего себе. Но потом уже, когда начинаешь немножко углубляться в вопрос, оказывается, что даже чуть-чуть разные шрифты уже считаются, ну, они имеют немножко разное название. То есть это примерно как отчасти я знаю разницу между рубленым шрифтом и там Times New Roman и там какая-нибудь, что у нас еще есть, Калибри, да? То есть вот разницу, как бы вот, особенности вот этих вот шрифтовых. Поэтому частично это вот как бы шрифтовые особенности. Но тем не менее все равно в любом случае он знал огромное количество разного рода вот этих вот вещей, связанных с письменностью. И уже потом, когда он отучился в Индии, вернулся в Тибет, он создал ту письменность, которая дошла до наших дней, на самом деле с минимальными изменениями. То есть он разработал тибетскую письменность, тибетский алфавит. Ну, тибетский ученый прошлого века Гентун Чопел, он считает, что в основу тибетского алфавита легла древняя индийская письменность Гупта, она называется. Ну, действительно, если мы с вами там посмотрим, где-то найдем образцы этой письменности Гупта, сравним с тибетским алфавитом, мы увидим явно совершенно такую вот взаимосвязь. Очень-очень похоже. Ну и сразу уже понятно, что, собственно говоря, это алфавит. Если вдруг кто-то из вас приступает к изучению тибетского языка, то вот эта вот фраза алфавит, она должна сразу вызвать у человека вздох облегчения. Потому что мне не нужно как в китайском языке учить 200 ключей, потом эти ключи формировать и так далее, и так далее, и так далее. Это у меня алфавитное письмо. Хотя в целом, конечно, слог потом собирается достаточно сложно. Вот. Ну, он разработал вот эту тибетскую письменность, он разработал правила письма, он написал трактаты по грамматике, в общей сложности он написал 8 трактатов по грамматике. Но когда, опять же, вот я говорю фразу «трактат по грамматике», нам сразу представляется что-то, ну, какой-то большой толстый том такой. Ну, 2 трактата по грамматике дошли до наших дней, а на самом деле один из них даже есть на русский язык переведенный. В принципе, если его вот так вот плотно написать, набрать на листе А4 формата, то он примерно 4 страницы займет. Это не очень большое произведение, с одной стороны, но с другой стороны в нем прямо собраны плотно все правила, о чем он. Ну, примерно как если я соберу вот такие правила тибетского языка, как мне писать приставку без или без, в каких случаях я пишу без, в каких я пишу без. Да? Вот такого рода правила, они все плотно, компактно собраны в этом трактате. Вот это вот, собственно говоря, так называется у нас трактат по грамматике. Но дошло только 2. Почему? Потому что на самом деле потом, впоследствии, уже где-то в X веке в Тибете
пришел к власти царь Ландарма, опять вернулась религия Бон, на буддизм начались гонения. И если в какой-то момент Бон зажимался, то в этот момент стал буддизм зажиматься, очень много полетело в костер, и, собственно говоря, 6 трактатов вот в этих вот кострах и погибли. Отчасти поэтому я иногда, когда задавала относительно языка какие-то вопросы по грамматике, спрашивала у них: скажите, а почему вот это так, а вот это почему вот так? Они говорили: мы не знаем, наверное, это было в сгоревших трактатах. Вот. Ну, то есть вот так они как бы отвечали. Вот. И отчасти, кстати, поэтому они очень любят вот в такой классической системе преподавания тибетского языка просить выучить, например, вот эти вот сохранившиеся трактаты просто наизусть, причем без перевода. Вот люди учат тибетский язык, они говорят: вот этот текст, тебе его нужно выучить наизусть. Человек спрашивает: что это? Неважно, просто учи. Вот. Человек учит, на самом деле очень тяжело учить наизусть текст, который ты даже не знаешь, что он обозначает. Вот. И человек спрашивает потом: ну что это такое? Он говорит: ну это трактат по грамматике. Он говорит: зачем его учить наизусть? А вдруг пожар? Вот. А ты все знаешь наизусть. Все. Ну, логично, знания, которые у нас в голове, они не подвластны исчезновению. Они будут передаваться дальше и дальше. Ну что же, вот это вот у нас с вами, собственно говоря, вклад, который Танми Самхота внес. Давайте мы чуть-чуть еще о нем поговорим. Если вдруг вы поедете в Тибет, кто у нас уже ездил в Тибет, скажите, пожалуйста. Кроме меня никто пока. Но вы были в Тибете? Вы были в Тибете. Вот. Если вы поедете, то на север от Лхаса, примерно 8 километров, есть такой монастырь Пабонка. Вот если вы туда заедете, там в главном храме есть выбитая на камне мантра Ом Мани Падме Хум. Вот, собственно говоря, считается, что эта мантра была выбита еще самим Танми Самхота при жизни. И это первая надпись, которая была создана на тибетском языке. Это место, оно священное место для всех тибетцев, это место, оно очень важное, место паломничества. Ну и поскольку я вот связана с тибетским языком, я туда, конечно, тоже постаралась попасть, была там, видела своими глазами. Вот мне это было действительно важно и как бы приятно. Но еще хочется немножко рассказать о личности Танми Самхоты. Собственно говоря, не очень много я знаю, но история рассказывает, что, конечно же, он был министром потом впоследствии. Это были люди, у которых, знаете, так вот история рассказывает, что у него было 2 дворца, 2 дома, летний и зимний. По дороге из летнего к зимнему у него было еще специальное здание, где он мог остановиться. Там был у него склад сушеного мяса и отдельное стойло для лошадей. И считается, что вот люди, которые живут в этой местности, они потомки смотрителей вот этого вот склада сушеного мяса Танми Самхоты и его вот этой конюшни. То есть до сих пор остались вот потомки этих слуг. Сам же Танми Самхота, когда он уходил из жизни, он оставил определенное завещание. Он попросил, чтобы его тело кремировали. Вот. А отдельная такой тема заслуживает отдельного разговора, заслуживает тема похорон в Тибете. Наверное, вы знаете, что в Тибете очень распространены небесные похороны. Кто слышал про небесные похороны? Вот, на самом деле многие. Небесные похороны – это тело умершего человека, его дают грифом стервятников. Но небесные похороны не единственные, которые есть в Тибете, потому что вообще-то астролог должен сделать специальные расчеты и определить, какие похороны наиболее будут благоприятны. У нас с вами есть стихии, первые элементы, и небесные похороны – это стихия неба, пространства, но есть еще также огненные похороны, это кремация, есть у нас с вами земляные похороны, наверное, одни из самых сложных в Тибете, потому что надо тогда закапывать, а там кругом камни. Кстати, кремация тоже очень дорогая в Тибете, потому что дрова стоят дорого. Вот. И есть еще водные похороны, когда точно так же труп скармливается не птицам, а рыбам. Кстати, тибетцы из-за этого вообще не едят рыбу. Они едят рыбу не потому, что им рыбку жалко, а потому что у них распространены также водные похороны. Вот если бы я знала, что эта рыба питается трупами человеческими, я бы тоже не стала ее есть.
Вот здесь вот такой вот есть у них момент. Вот. Ну и, конечно же, они не хотят испортить отношения с духами воды, с нагами. Вот. Но Танми Самхота, он сделал расчеты и попросил, чтобы его кремировали после смерти. И также его должен был кремировать человек еще с определенным знаком, человек, рожденный в определенный год и так далее. Но надо сказать, что в те времена вот таких вот людей очень важных, такой вот большой величины, их на самом деле очень часто после смерти помещали внутри специальных церемониальных ступ религиозных сооружений и как бы вот таким образом им оказывали почести. Вот это были такие погребальные ступы. И так получилось, что его после смерти решили не кремировать, его тело поместили в вот такую погребальную ступу. А вот возникает такой вот еще вопрос, а, собственно говоря, какая разница, как хранить? Ну, зачем вообще вот это все? Ну, какая разница, там сожгут или птицам отдадут, или в ступу поместят? Почему вот эти расчеты все нужны? На самом деле, это не столько нужно уже умершему, сколько это связано с удачей и благоприятствованием для его рода, который здесь остается. Вот. И род Танми Самхота прервался. И вот отчасти считается, что именно потому, что не были должным образом по его завещанию произведены вот эти похороны, его род прервался, и потом как бы вот этой линии семьи ее не осталось. Но его тело было помещено в ступу. Ступа это не дошла до наших дней, потому что впоследствии тот район, где находилась эта ступа, те монастыри, туда совершали набеги племена джунгаров, которые разоряли монастыри, сжигали их. И эта ступа, она тоже погибла в таком вот пожаре. Кто знает, кто такие джунгары? Я тогда не буду рассказывать. Но если потомки джунгаров нас слышат, они поняли. Это, кстати, у нас с вами современные калмыки. Уж раз у нас пошла такая тема. Вот. Но вот видите, когда-то они, да, вот такие сложные исторические процессы идут, когда какие-то предки совершали набеги. Сейчас у нас, наверное, одни из самых, ну вот в России, по крайней мере, в Калмыкии очень хорошее положение буддизма. Самый крупный в России буддийский храм находится у нас с вами в Элисте. Ну что же, вот это у нас с вами вкратце такая вот история Танми Самхота, история создания тибетской письменности. Вот. Ну, далее у нас с вами тибетская письменность немножко видоизменялась, но считается, что, в общем-то, вот тот канон, который сделал Танми Самхота, он только внутри немножко как-то так доделывался. И в конечном итоге, уже позже, примерно в XI веке, были окончательно утверждены пропорции каждой буквы. А каждая буква тибетского алфавита, она имеет свои пропорции. И у нас с вами еще при Танми Самхоте было сразу создано два вида письма. Письмо печатное, оно называется буквально учен или большая голова. И письмо прописное, оно буквально называется уме или маленькая голова. Ну, печатное письмо это то, что у нас с вами в книгах, а я вам принесла с собой тибетскую книгу. Вот это вот у нас с вами тибетская книжка. Вот. Ну, тибетская книжка, вот это вот у меня обложка. Вот. Она называется у нас с вами по-тибетски печан. Это у нас с вами текст, священный текст. Собственно говоря, технология изготовления. Это ксилография, то есть это у нас с вами печать с деревянных досок. Ну, поскольку, опять же, древесина в Тибете большая редкость. Древесина у нас с вами, если дерево вырастает, оно достаточно тонкое. Поэтому у нас с вами вот эти вот печатные досочки, они тоже были не широкие. И книжка, которую я держу в руках, это современная книга, она уже издана компьютерным способом. Надо сказать, что компьютер, он очень сильно облегчил жизнь вообще всем тибетологам, потому что в советское время, например, здесь вот издавать книжки, словарь Парфянович, там, по-моему, вручную вписаны тибетские слова, и это потом фотоспособом печатали. Вот. Но, собственно говоря, резчик по дереву резал вот этот вот текст зеркально. Потом это все печаталось, тибетцы делали свою бумагу рисовую,
как бы и до наших дней даже это искусство дошло. Я сама вот в Лхасе заходила, когда в лавочке резчиков по дереву. Я даже видела в одной лавочке, вот помимо столиков и так далее, я видела вот такие вот печатные доски. Я спросила у мастера, как так вышло, вроде бы уже все печатают типографии. Он говорит, ну вот поступил такой заказ, он вырезал эти печатные доски. Соответственно, очень интересно, если вдруг у них там находилась ошибка, они это место аккуратно вырезали резцом, вставляли туда такую кубышечку и на ней перерезали эту буковку, то есть как бы даже технология корректировки, правки у них была отработана. Вот, ну, книжка у нас достаточно простая, так, безусловно, у нас с вами вот эти вот обложки. А если это были книги очень важные, если это были книги для главных храмов или для знати, то, конечно же, обложки делались и из серебра, из золота, с чеканкой, украшали камнями, драгоценностями и так далее. Вот. Но вот эта вот книга Печа, она, безусловно, еще очень удобная. Обычно монах ее кладет перед собой и вот так вот по одной страничке перед собой это все перелистывает. Вот это вот с точки зрения функционала очень-очень удобно. Потом эти книжки заворачиваются в ткань, вешается здесь вот бирочка надписанная, и эти книжечки вот так вот все складываются в шкафы, здесь висят бирочки. Так у нас с вами будет выглядеть тибетская библиотека. Собственно говоря, тибетская библиотека, это, кстати, тоже очень важное место для паломничества. Я когда была в тибетских храмах, я обратила внимание, что во многих местах, где есть тибетские библиотечные вот эти вот шкафы в храмах со священными текстами, там снизу достаточно большое пространство. Ну вот, наверное, вот как под этим столом. Вот. И наверху лежат тексты. Тибетцы, паломники заходят в храм, все встают на четверенечки и ползут под этим шкафчиком. Вот. А вообще считается очень хорошо, если у вас над вашей головой оказались священные предметы, предметы, дающие благословение. Над нашей головой, именно на то место, куда, считается, приходит наш центральный канал. Вот. И таким образом, если вы проползете под этим шкафом, вы получите благословение сразу всех этих священных текстов одновременно. Вот. Ну, надо сказать, что я, конечно, когда поняла, что происходит, я сама так вот на четвереньках проползла достаточно много вот этих вот библиотечных шкафов. Вот. Поэтому тоже, если вдруг вы попадете, вы знаете уже, что делать, вот, как бы не растеряйтесь. Но, видите, специально прям продумано под библиотекой такой вот уступ, такая вот пустота. Вот. Ну что же, итак, у нас все это ксилография, деревянная печать, но это если у нас с вами заглавное письмо, учен. Почему она называется «Большая голова»? Потому что у всех букв в этой письме есть определенная особенность. Они все начинают писаться с большой горизонтальной головы. И все буквы равняются по этой горизонтальной голове. И сейчас я вам покажу пример, как это происходит. У нас здесь с вами есть доска. То есть я рисую вот такую голову, и потом я под ней рисую букву. Ставлю здесь точку. И у меня обязательно есть определенный алгоритм написания буквы. Они все пишутся сверху снизу. И вот то, что они пишутся сверху снизу, в этом тоже есть определенный смысл. Сами тибетцы, носители, мне рассказывали, что вообще-то считается, что вот эти вот знания, они все-таки пришли к нам сверху, от просветленных. Поэтому то, что у нас с вами направление написания буквы сверху вниз, в этом есть определенный такой вот возвышенный смысл. Ну, у нас с вами помимо вот этого вот письма учен, на котором печатаются книги, есть еще прописное письмо. Оно называется Уме. Вот я вам принесла книжку, образец вот такого вот письма Уме. Ну, я думаю, что, может быть, потом тоже можно будет подойти, посмотреть. Вот. Собственно говоря, почему она называется Уме или буквально без головы? Потому что вот этой вот головы у него нету. Это письмо, которое у меня уже предназначено для того, чтобы писать от руки. Скоропись такая. То есть вот эту букву я, например, на этом письме напишу вот так вот. Видите, вот этой верхней головы жесткой нет. И это мне уже позволяет писать. Ну, разница примерно такая же, как
если мы приведем пример русский язык, давайте я напишу вот так вот. Тишина и тоже тишина. Разница примерно такая же между печатным и ученым, поэтому все учат учен. Печатный учат очень-очень попозже. В смысле, все, прописной учат очень-очень попозже. Сначала все учат печатный, он более читабельный. Прописной – это уже когда есть опыт в языке, когда мы понимаем, какие слова бывают, что как пишется, что с чем сочетается. А вот эта буковка какая была, которую вы написали только что? Которую я писала тибетскую, это была буква К низкого тона. К низкого тона. А сколько всего букв у них? У нас в тибетском алфавите в общей сложности 30 букв, вот, но они для нас немножко непривычны в том смысле, что у нас, например, три буквы К. У нас есть К короткая, высокого тона К, есть К придыхательная К, и есть К низкого тона К. Вот я сейчас скажу 3 разных звука. К, К, К. К, К, К. Ча, ча, ча. Наш слуховой аппарат не привык ловить эту разницу. Мы не привыкли воспроизводить своим речевым аппаратом эту разницу. Но если кто-то из вас уже учил корейский, кто учил корейский, поднимите руку, то вам сейчас было легко. Вот. А если китайский учили, кто учил китайский, поднимите руку, то вам тоже будет чуть легче. Вот. Но это азиатские языки. Азиатские языки, здесь, если мы с вами подходим с таким вот, как бы с привычкой к европейским языкам, то в азиатском языке нам будет немножко нелегко. Мы будем ждать чего-то такого похожего на европейские, а там все по-другому, принципиально по-другому. Вот. Ну что, вот это вот я сотру, чтобы не смущать. Так, ну что же, хочется немножко еще рассказать. Есть очень красивые образы, связанные с тибетской письменностью. Когда вот она немножко видоизменялась, то, условно говоря, каждый следующий министр образования, каждый следующий ученый, который занимался тибетской письменностью после Танми Сампхоты, он добавил определенные образы к манере письма тибетских букв. Потому что когда Танми Сампхота создавал письменность, он такой образ назвал к этой письменности, что нужно писать так, как будто бы у вас на листе толпится много черных лягушек. Ну вот примерно, наверное, если мы так вот с вами на это посмотрим, может быть, действительно мы подумаем, что это у нас такие вот черные лягушки в разные стороны толпятся. Ну, следующий ученый у нас с вами говорил, что писать нужно, как будто вы плотно укладываете кирпичи. Но на самом деле вот этот каждый образ, который они сообщают нам, он не противоречит предыдущему. Потому что мне носители языка говорили, когда мы с ними это обсуждали, что теперь я понял, почему учитель в школе мне говорил, что вы должны писать буквы, как будто бы вы плотно укладываете кирпичики. Вот. Потом говорили о том, что манера письма должна быть так, как будто бы это перья у птицы из хвоста висят. Потом говорили, что манера письма должна быть подобна тому, как ростки ячменя лежат на ткани войлочной. Потом говорили о том, что манера письма должна быть подобна тому, как жемчуг нанизывают на нить и так далее. Но в конце концов были утверждены уже окончательные вот эти вот пропорции букв. Но до этого использовали вот эти разные природные объекты для таких вот примеров, как должны выглядеть буквы. Вот. Ну, задача, наверное, зависит. Если ты что-нибудь хочешь такое, то как бусинки. Может быть, да. Может быть, да. Перья. Отчасти, как бы, художественные задачи тоже ставились. Хотя искусство каллиграфии им было не очень близко, это не китайский язык, там вот у них такого искусства каллиграфии, как в Китае, не было. Вот, у них было искусство стихосложения, ну, безусловно, искусство резьбы по дереву. Кстати, вот резчики по дереву, которые вырезали эти печатные доски, их профессия считалась очень престижной в Тибете. И вообще, вот резчики по дереву, они хорошо много зарабатывали, и была такая тибетская поговорка: если хочешь стать богатым, стань резчиком по дереву, если хочешь обнимать женщин, стань портным. Вот, то есть вот
из этой поговорки становится понятно, что профессия была почетная очень. Хочется еще рассказать вам про тибетские науки. У нас с вами есть традиционные тибетские науки, их в общей сложности 10, 5 больших наук и 5 малых. И вот среди этих 5 больших наук первая – это наука, которая буквально по-тибетски называется наука о звуках, то есть это филология. Вот, собственно говоря, это филология, все, что с ней связано, туда входит грамматика, туда входит фонетика и все. Дальше следующая у нас с вами наука – это философия с логикой. Считалось это очень важным, уметь вести философские дебаты, логические рассуждения строить. Но это причем еще не буддизм, потому что буддизм – это отдельная наука. То есть как бы внутренняя наука дхарма-буддизм. Далее у нас с вами есть такая наука, как ремесла, то есть все ремесла. И скульптура, и живопись, они все входили в один большой раздел, который назывался наука, буквально ремесел, создание чего бы то ни было. В общем-то, в тибетском искусстве у нас с вами есть весь спектр. У нас с вами есть и вот это вот то, что называется тибетской иконой танка, живопись религиозная. У нас с вами есть монументальная живопись на стенах храмов, у нас есть скульптура. Это все относится вот к этой науке ремесел. Также отдельная наука у нас с вами медицина. Тоже такой очень крупный раздел. Вот это вот у нас с вами сейчас было 5 больших наук. Запомнили? Записали. Хорошо. А вот 5 малых наук, из них почти все так или иначе связаны с языком, с речью. Большинство. Среди 5 малых наук первая наука – это поэзия, или то, что называется наука о красивом слове. Тибетцы на самом деле достаточно много писали поэтических произведений. И, в общем-то, у нас вот все молитвы, все вот эти вот религиозные ритуалы – это все поэзия, это все поэмы. То есть, знаете, таких читают, как слогом, оды, Державина. Вот эти вот все молитвы – это, по большому счету, поэтические произведения. Поэзия тибетская отличается от нашей поэзии, у нее нет такой рифмы в конце, она должна быть построена по количеству слогов каждой строчки. У нас с вами распространенный ритм – это 7 слогов одной строчки или 9 слогов одной строчки. Вот, то есть вот такой вот надо выстраивать обязательный ритм. При этом еще в поэзии есть свой словарный запас. Вот тибетский язык, чем он еще сложен? Тем, что у него есть отдельный словарный запас, который используется в религиозной речи, у него есть свой отдельный словарный запас, который используется в бытовой речи. У него в бытовой речи есть еще расслоение, когда мы с вами разговариваем в фамильярном стиле, то есть с нашими близкими знакомыми или с теми, кто ниже нас по социальному положению. И когда мы разговариваем с людьми высоким по положению, а к высоким по положению также еще относятся все люди, которые являются религиозными деятелями. Это и монахи, и ламы, и люди, чья профессия священники, чья профессия религия. С ними принято разговаривать вот этой поощрительной речью. И у нас с вами есть отдельная поэтическая речь. У нас есть слова. Они в ответ как? Давайте, у нас прям вопросики в какой-то момент. Вот. И у нас с вами есть прямо еще отдельная поэтическая речь. У нас с вами есть слова, которые употребляются только в поэзии. Их нужно знать. Вот так вот, если вы не знаете, если у вас нет этого словарного запаса, читать поэзию может быть достаточно нелегко. Но помимо вот этой вот малой науки поэзии, есть еще одна отдельная наука, которая называется, где-то ее называют на русском языке в переводах лексикология, где-то ее называют толкование, но буквально это наука о том, как привести ясный пример. Что это за наука? Как привести ясный пример, как привести какой-то образ. Например, она употребляется и в других науках, как вспомогательная. У нас с вами есть тибетская медицина. И в тибетской медицине есть целая отдельная глава в медицинской тантре, где все человеческое тело расписано на примерах. Это анатомия человеческого тела. Например,
Позвоночный столб сравнивается с главным несущим столбом внутри здания. Грудная клетка сравнивается со стенами, которые окружают это здание. Сердце – это царь. Печень – это старшая царица, селезенка – это младшая царица. И так далее. То есть на все человеческие органы там есть определенные примеры. И вот умение приводить такие примеры, умение понимать эти примеры, оно было целой отдельной наукой. И наукой очень ценной, потому что иногда, когда вы объясняете, например, сложные вопросы тибетской буддийской философии, привести такого рода пример, вот иметь возможность, иметь навык приводить такие примеры, это очень важно, потому что не всегда легко понять вот эти вот сложные вопросы буддийской философии. Но вот в этой вот науке приведения примеров и толкования подобных примеров и образов, у меня есть для вас такая загадка. Мне вот ее как раз тибетцы, с которыми мы обсуждали эту науку, приводили. Что такое, вот у них есть такой вот этой наукой составленный образ луноносый. Как вы думаете, что такое луноносый? Лу или У? Луна, луноносый. Луна и нос. Луноносый. Что это такое? Месяц. Нет, это не месяц. Давайте, это вот вам вопрос, загадка. Луноносый. Что такое луноносый? Водонос. Кто? Водонос. Нет, это не водонос. Еще Человек, какие что здесь? ли, имеется в виду? Я не знаю, кто имеется в виду. То есть вообще что-то абстрактное. Я не знаю. Это вы должны угадать, что такое луноносый. Это который сны разгадывает. Луноносый, кто разгадывает сны. Еще какие есть гипотезы, пока все неправильно. Нет, нет, что? У Луны А фаза вместо носу, горячо? где ноздри. Какая-то здесь вот связь чем. Вы все романтики, а надо быть попроще. Да. Ну, здесь у нас с вами, знаете, А вот может быть, этот, знаете, ну, нос, как читать, самый у нас холодный. вот как Сам Луна бы холодная, станет и нос понятно, самый что холодный. представьте себе Счастливый. тибетцев, да, там тяжелый быт, яки, как бы поля такие скудные, но при этом где-то в душе они все-таки романтики. Но быт тяжелый и простой очень быт. Ну давайте, луноносый, что это такое? Может быть, о ком так могли Может, сказать? это еда какая-нибудь, блин какой-нибудь или пирог? Нет. Ну, в общем-то, мне нравится смелость, потому что здесь нам нужно смелые гипотезы строить. Ну, чтобы мы с вами не теряли время, я Может, вам... они яка так называли? Вы ближе. Еще что может быть, кроме яка? Луноносые. Прямо сейчас легко будет. Ну, толстомордые что? Что-то толстомордое. Лицо азиатское, оно круглое. Не всегда. Не всегда. Это скот такой. А тут луноносый. Нос. В общем, это поросенок. Свинья, тупорылый. Это у нас с вами поэтический образ поросеночка. Вот. Ну что же, вот это вот у нас с вами такие составляются иногда сложные и красивые лексические примеры. Вот. И вот это вот как бы умение составлять такие примеры. Вот. Дальше у нас с вами следующая наука, тоже отдельная наука, это наука вообще говорить. То есть это наука быть оратором, ораторское искусство. Дальше у нас с вами отдельная из этих 5 наук – это сценическое искусство. А сценическое искусство в Тибете тоже было достаточно хорошо развито. У нас с вами есть очень известная тибетская опера. Тибетская опера, она длилась, обычное представление шло по большим праздникам, длилось несколько дней. Читался какой-то эпос, читалось какое-то историческое произведение на распев, и как бы ходили актеры. Или это было какое-то жизнеописание святого, или какой-то исторической эпохи. Также среди сценического искусства есть такое искусство, как дрекар. Это очень похоже на наши русские колядки, когда после тибетского Нового года артисты в таких вот костюмах ходили по домам, тоже там показывали представления, просили как бы милостыню, собирали, но считалось, что вот увидеть утром первый день Нового года артистов вот этого вот этого искусства дрекара около своего дома считалось очень благоприятным.
Дрекар или Дрекар. Дрекар. Буквально дрекар — это белый плод. Белый плод. Вот. Так что, в общем-то, сценическое искусство там было достаточно развито. И следующая у нас с вами малая наука — это наука Карци, наука расчета звезд, ну, это, собственно говоря, астрология. Но тибетская астрология, она, кстати, сильно отличается от западной астрологии, тоже в каком понимании. У нас, ну вот когда я сталкивалась с западной астрологией, у нас там как бы человек спрашивает, что с ним будет, какое у него будущее и так далее. А в тибетской астрологии этого нет вообще. Они обычно рассчитывают вам благоприятное время. То есть у вас уже есть решение, вы это решение приняли, и вам просто нужно благоприятную дату выбрать для вот этого вашего решения. Даже было некоторое недопонимание. У меня был вот такой эпизод, когда я работала переводчицей с астрологом, и приходит девушка и говорит: пусть он мне скажет, когда я выйду замуж. Вот. Он говорит: ну, а что ваш жених говорит? Вот. Он говорит: у меня еще нет жениха. И он в недоумении, потому что, ну, как бы, вот в тибетской астрологии что принято? Значит, у нас есть уже жених, мы с ним собираемся пожениться, и нам нужно выбрать благоприятную дату для заключения брака, чтобы потом не было препятствий, чтобы у нас все было хорошо, чтобы все было благоприятно. Вот. Но вот это вот как бы гадание там нету совсем. Вот это там как бы не встречается. Вот. Ну, хотя, безусловно, они могут сказать, что там, например, у вас в этом году много препятствий, вам нужно там остерегаться того-то и так далее. Вот. Кстати, относительно вот этих вот препятствий, тибетцы, кстати, у нас большие мастера взлома вот этих всех сложностей, которые с нами случаются в жизни. Потому что когда вот как раз я работала с астрологом, переводчиком, там есть еще на год неблагоприятное направление. Говорит, вам в этом году не надо ездить, например, на запад и на там, юго-восток. Но человек говорит: а что же делать? Я уже купил себе билеты там вот, в Париж. Как же так? На запад ехать неблагоприятно. Вот. Ну и этот человек, астролог-тибетец, говорит: ну вообще-то, вам знаете, как надо сделать? Вот вы когда выйдете из дома, чтобы ехать в Париж, вы сначала езжайте на восток, а потом развернетесь, поедете на запад. Но все будут думать, что вы поехали на восток. Просто вы немножко свернули. То есть в этом смысле они вот мастера обманывать вот эти вот все неблагоприятные показатели. Мы сначала в другую сторону следы запутаем, а там уже неприятности сами потеряются по дороге и не заметят, что мы уехали не туда. Вот. Но вот сейчас вот это, подводя такой итог, у нас с вами получается что? У нас получается, что из 5 больших наук у нас с вами одна была филология, а из 5 малых наук 3 были связаны со словесностью: поэзия, лексикология и риторика, искусство речи. Поэтому, конечно же, речь, язык и все с этим связано считалось в тибетской традиции очень-очень важным. И, в общем-то, вот язык – это то, что нас с вами отличает от животных. Мы с вами обладаем уникальной вот этой вот возможностью. Мы с вами можем коммуницировать, мы с вами можем говорить, читать, писать. Вот, ну, наши животные, сами знаете, смотрят, глаза умные, но сказать ничего не может. Вот. И главное, чтобы мы ему не говорили, он тоже понимает не очень хорошо. Вот. Давайте сейчас посмотрим, может быть, у нас с вами есть какие-то вопросы. Вот сейчас я думаю, что можно поговорить об этих вопросах. Вы хотели что-то спросить? Это просто когда-то уважительно разговаривают там с ламами, а как они отвечают в ответ? Отличный вопрос. Вот этот вот у нас с вами есть такой момент, почтительная речь в тибетском языке. В общем-то, они так воспитаны в своей культуре, что обычно они с мирянами говорят непочтительными словами. То есть вы с ними почтительными словами, а они с вами нет. Но это не потому, что они вас не уважают. Просто у них очень сильно вот как бы заложено в культурном слое, что монахи, они выше по положению, чем мы, обычные люди, мирские люди. Но также еще очень много зависит от региона. Например, в центральном регионе, особенно в Лхасе, принято почти со всеми разговаривать почтительной речью. Это просто одна из особенностей вот, центрального лхасского произношения. И даже это одна из особенностей лхасского диалекта. Говорится, что вот если у вас много почтительных слов в речи, то это значит вы из Лхасы. Ну, то есть как по-столичному. Мы тут в столице все вот так вот разговариваем, у нас много
посчитанных интеллигентных слов. А в таких регионах, как, например, Кхам, они почти не знают посчитанных слов, они с вами разговаривают обычными словами. Но это не потому, что они вас не уважают, они просто даже не знают этих слов. Вот. Или если знают, то у них не очень принято это. Вот. Но, в общем-то, мы считается, что непосчитанными словами говорим только с теми, кто сильно младше нас, вот, ну или с людьми совсем опустившимися. Вот. Но как-то так вот. Ну, совсем младше нас, это имеется в виду дети. Вот так, в общем-то, мы все примерно среднего возраста. В Лхасе принято употреблять посчитанную речь вот со всеми. Так вот даже я видела разговоры между друзей, ну, посчитанные слова, тем не менее, они употребляют тоже. Так что так. Вот еще, может быть, какие-то есть вопросы. Вот Лапсан Рампа, это что за? Ну это я могу сказать несколько слов. Это англичанин. Вот, это Никогда не был, да? Лапсан Рампа, это просто английский писатель, который пишет художественные книги. Это его псевдоним, и он в Тибете не был. Как говорил святейший Далай-лама, значит, что в книгах Лапсан Рампы есть про Тибет правильного, это там тоже есть горы в Тибете. В Тибете тоже есть горы. Вот, в его книжках есть горы, в Тибете есть горы. Это беллетристика, художественный вымысел, это англичане. Так что... Третий глаз пробили ему, да? Ну да, ему там сверлили третий глаз. Это у нас с вами беллетристика. Вот. Ну что же, хотелось бы мне вам рассказать тогда еще про тибетскую букву А. Это, с моей точки зрения, прямо очень важно. Тибетская буква А, она очень часто используется как священный символ, как опора для разных медитаций. Ее как бы любят писать где-то и так далее. Почему так вышло? Почему ее пишут? Ну, во-первых, это у нас с вами последняя буква в тибетском алфавите. И у нас с вами есть такой очень интересный момент в тибетском алфавите. Дело в том, что все буквы, которые там есть, это согласные. Вот только согласные. Гласных вообще нет в тибетском алфавите. Есть специальные диакритические знаки сверху, снизу, которые буквы подписываются, и они, соответственно, уже добавляют какой-то гласный звук. Я сейчас вот сначала напишу, ну, наверное, может быть, вот несколько, парочку букв тибетских, чтобы вы поняли, как у нас появляются вообще гласные. Вот я напишу букву, которую я сегодня вам уже писала. Это у меня буква, которая произносится как Х низкого тона. И вот эта вот точка здесь наверху, она показывает, что это у меня законченный слог. И в этом слоге обязательно по умолчанию есть гласная буква. А гласная буква у меня всегда стоит сразу после согласного, и всегда по умолчанию это звук А. И это у меня читается как Х. Х. Всегда по умолчанию там просто А. Если мне нужно поменять эту А на что-то другое, у меня, например, есть наверху такой знак. И это у меня вместо А уже И. Получается Ки. А как таковой нету. Считается, что А это нечто, что свойственно всему. И любой гласный звук, он тоже в его основе все равно лежит А. Он из А появился, родился. Вот. Но я вот, например, напишу вам вот так вот. Вот сейчас уже, просто из логики мы можем догадаться, что здесь две буквы тибетского алфавита написаны. Но точка все равно одна, единственная. Это значит, что там все равно один слог. А раз один слог, значит, все равно там где-то есть гласная. А вот гласная А, она достаточно коварная, она не пишется, поскольку вообще. В данном случае она стоит между ними. Это у меня буква Ма нижнеязычная, это читается как Хан. Вот, кстати, из-за того, что буква А в тибетском алфавите не пишется, там есть свои такие сложности в чтении, и правила чтения иногда бывает так достаточно сложно изучить. Знаете, что там вот сложно? Я, например, вот, знаете, сейчас в какой тибетской манере напишу вот это вот. Давайте мы подумаем, как это читается. А еще какие варианты? На самом деле, у меня здесь три варианта. Шаг. И вот шаг, кстати, даже скорее всего. Шаг, шкаф и шкфа. У меня здесь стоит гласная А. И где она у меня стоит, я не знаю.
Единственное, она точно не может стоять впереди. Вот. А в этом месте или в этом месте, на самом деле, мне никто не обещал, что она будет обязательно стоять вот здесь вот. Просто мы знаем русское слово «шкаф», поэтому сразу кричим «шкаф», «шкаф». Не обязательно. Может быть и «шаг». А вот для того, чтобы таких вещей не происходило, тибетцы совмещают буквы еще и по вертикали. И чтобы в шкафу не ошибиться, они бы, скорее всего, бы шкаф вот так бы записали. И вот тогда бы это точно был бы шкаф. Но это мы все с вами что делаем? Мы с вами медленно, но верно идем к букве А. У нас с вами есть в тибетском алфавите 30-я буква тибетского алфавита. Сейчас я ее здесь вот напишу, специально покрупнее. Что случилось у нас? Рамовка. У меня, я говорю, я так один раз делала, пошла в администрацию Вот эта буква, получается, какая ситуация у нас? Дело в том, что любая буква тибетского алфавита, она по умолчанию обязательно произносится с гласным А. И вот это вот у меня просто открытое, долго звучащее А. Но я у тибетцев спрашиваю, ну это же согласное? Они говорят, да, это согласное. Я говорю, ну хорошо, ну если это согласное, то сама-то согласная там какая? Что там за согласная? И они отвечают, как какая? Это же великая пустота. Вот. Вот это вот у нас с вами в некотором роде такая нулевая согласная, согласная, которая сама никак не звучит, символ великой пустоты, а ей просто свойственно по умолчанию. Сказать, что это буква А будет тоже не совсем верно, потому что, помните, я сегодня уже вам написала специальный диакритический знак, который меняет А на И. Вот если я здесь этот значок поставлю, то у меня уже не будет никакой А, у меня просто будет И. Просто получится И. Вот. Соответственно, это вот у меня такая вот нулевая согласная. Вот из-за того, что у нее есть такой глубокий достаточно смысл, из-за того, что это символ пустоты, а звук А считается, что звук А, он есть всегда, во всем, он сопровождает все, он в основе всех звуков, без А ничего не может быть. Вот именно этот символ, его используют очень часто как священный символ, как опору для медитации, используют как опору в практике и так далее. Считается, что это самое короткое учение, которое преподал Будда Шакьямуни. Вот это вот наша с вами священная буква А. Вот. Поэтому если вы где-то встречаете, что А, священный и так далее, это все связано отчасти таким вот глубоким значением. Кстати, у нас с вами очень известная мантра «Ом Мани Падме Хум». Вот, у нас с вами тоже там получается такой интересный момент. Вот самый первый слог в этой мантре «Ом», он ведь у нас с вами тоже состоит из этой буквы. Потом у нас с вами идет такая достаточно красивая вот эта вот огласовка, которая меняет мне А на О. Вот это я сейчас написала О. То есть у меня стоит вот эта нулевая согласная, огласовка у меня получилась О. Ну, потом вот такой вот специально ставят вот этот вот кружок наверху. Этот кружочек, он обозначает вот эту конечную М. Ну, в мантре. Это в бытовом языке не используется такой подход. Ну, вот этот вот Ом получился. И потом носители западной культуры, носители западных языков слушают наставления учителей. И учитель говорит, ну что же, первый слог мантры «Ом» состоит из 3 букв. И все. И все такие, то есть сколько? Это то есть как это из 3 букв? Вот. Ну из 3, потому что 1, 2, 3. У нас-то он из 3 состоит здесь, да? Вот. И, в общем-то, в этом смысле сразу так возникает очень много вопросов. Почему же из 3, когда вот всего 2 О и М? Ну а в тибетском языке у нас это действительно из 3. Ну что же, еще хочется рассказать такие достаточно интересные вкусные вещи. Может быть, сейчас тоже есть какие-то вопросы там по письменности, еще почему-то. У них буква Я есть?
Да, у нас есть и краткое, к которому добавляется «а», и получается «я» в итоге. Вот, да, да, есть и краткое. Я просто... Давайте я тоже ее вам напишу. Поздно. Так красиво, Было красиво. Ну, как бы, сейчас будет «я» тоже красивая. Вот это вот у меня буква, по сути, по своей, это и краткая. Поскольку нет огласовки, получается «я». Но вот я сейчас поставлю наверху вот эту вот огласовочку. Что получится у меня? «И». «И». Там же «и» огласовка. «И». А вот эту, помните огласовку, я ее только что писала? Ё. «Ё». Совершенно верно. Получится «ё». Вот, потому что и краткой «о» добавится. «Ё». А «ю» у меня есть еще вот такая вот огласовка. Это огласовка «у». И получится «ю». Да, Да? нарисуйте вот. Какой вам? Наверху вот я не успела нарисовать. Вот тут. Я. Вот это Е, а еще А. Вот просто «я». Вот это Вот «я». это и есть Вот «я». это «я». Потому что здесь у вас нет никакого диакритического знака. Значит, по умолчанию буква «а» у вас. По умолчанию буква «а». Все, в этом смысле все. У них, кстати, нагласный язык не очень богат. У нас помимо «а» еще всего 4 огласовки. И, У, и О. Все. То есть у нас, в общем-то, 4 гласных. 5 гласных вместе с «а». 4 огласовки. Ну, соответственно, получается, дифтонги вот эти вот образуются. Я, ё. Но это у нас в русском языке. Я, ё – это отдельные гласные звуки. Здесь у нас тоже получается согласное «е» в сочетании вот с этими вот огласовками. Достаточно заковыристое в тибетском языке правило чтения, поскольку у них вот так вот комплектуются буквы еще по вертикали, у них в этих правилах чтения много таких вот есть заковырок, когда эта буква рядом с этой буквой в сочетании читается какой-то третий вариант, написано Манчестер, читается Ливерпуль, вот это вот у них прям такие, знаете, правила чтения сложные. Но очень удобно учить тибетские слова, потому что у них очень много слов, которые собираются из уже знакомых слов. Соответственно, вы 5 слов знаете, и потом у вас еще 5 или 10 от них производных, достаточно легко, быстро запоминающихся. И сейчас мы с вами поиграем. Представьте себе, вот у меня огонь и кончик-вершинка. Огонь и кончик-вершинка вместе я соединила. Что получилось? Логика должна быть такая же, как с луноносом. Вот если вы помните, какая у нас была логика с луноносом, да? Огонь с вершинкой. Я вам даже напишу это слово. Вот это у меня слово огонь, ме. И вот это вот вершинка, кончик. Читается меток. Огонь и кончик. Давайте. Ну, нужно строить гипотезу. Что у меня получилось? Огонь и вершинка, кончик. Что ли? Нет, не спичка. Было бы легко. Стрела. Нет, не стрела, не факел. Кот. Нет, не кот. Курочка, да? Не курочка, нет. Давайте, что еще может быть? Помните, мы с вами говорили, что, ну, раз они даже для поросенка луноносы придумали, то это значит, что они романтики, да? Давайте пойдем по романтическому пути. Язычок? Нет, не язычок. Вулкан. Нет, не вулкан. Это не романтично. Что? Нет, не комета. Искра. Не костер. Что? Искра. Нет, не искры. Да, это вообще все неправильно. Вот все, что про огонь, уже неправильно. Вулкан, спичка, гроза. Гроза, кстати, Глаза. глаза. Нет, для глаз свое А вот слово. гроза. Гроза, там слово электричество, кстати. Что-то идет электричество на нас. Вот. Давайте, что еще может быть? Сдаетесь? Растет что-нибудь. Что? Свеча. Нет. Вот вы что-то что? растет. Растет. Да. Мне нравится ваш ход мысли. Да. И что там растет? Цветок. Такое. Цветок. Это цветок. Пошло. Цветы. Да. Это слово цветы. Они как такие огонечки.
это цветок. А, Просто цветок, просто слово цветы. нет, Огненный а вторая часть. Первая понятно, а вторая получается. Вот как которая. огонь, итог, кончики, вершинки. Получается огонечки, огненные кончики. Это у нас с вами цветы. Ну, я на самом деле, вот если этот огонь впереди заменю на слово дерево, вот у меня сейчас был огненный кончик, а теперь будет деревянный кончик. Что это будет такое? То были цветы, а то, что у меня дерево. Копье. Нет. Фрукты, плоды. Чем дерево кончается? Фруктами. То есть кончик дерева – это фрукт. Огненные кончики – это цветочки, а просто кончики дерева – это фрукты. И другого слова нет для цветов? Для цветов нет другого слова. Для цветов другого Да, слова нет. да, другого слова нет. Меток, да, цветы. Вот. А если я вот этот ток поменяю на слово колесо, огонь оставлю, но только потом поставлю колесо. Огонь и колесо. Солнце. Посмотрите, на самом деле солнце, мне очень часто говорят, а как вы думаете, могло в языке слово солнце появиться позже слова колесо? Да никогда, никогда. Слово солнце одно из первых. Потому что солнце, кстати, у тибетцев слово солнце и день, как у японцев, это одно и то же слово. Солнце и день, нима. Нима, это солнце и день, да. Слово солнце не может быть позже колеса. Поэтому огонь и колесо это что-то поновее. Ну, китаисты бы сейчас уже раскололи эту загадку. Нет китаистов. А что у вас сказали? Огонь и колесо. Огонь и колесо. Что будет? Огонь с колесом вместе. Давайте думать. Черный бумер. Что? Черный бумер приходит на ум. Черный бумер? Ну, мне нравится ход ваших мыслей. Но это что-то такое движущееся. Нет, это Тоже круговорот. тепло. Круговорот. Чего в Нет, природе? нет, нет. Смена Это слово погоды. поезд. Просто слово поезд. Поезд. Ну, черный бумер Поезд. есть. Да, А это уже современное название. да, это современное название. А вы на старину отправили. Ну, что делать? У нас так по-разному сочетается старое и новое. Так поезд. Так Поезд. пишется поезд. Так оно и есть круговорот. Он крутится. Ну, давайте тогда не из старины, а тоже из вечного. Вот у меня есть слово «но», это слово «лицо». Лицо, лик в старом языке. И есть слово «ца», К было. горячий. Это «га». Но «ца». «Ца» – лицо, лик и «ца» – горячий. Солнце, наверное. Нет. Лицо и горячий, давайте. Это вечные ценности. Что? Блин. Плед? Блин. Блин нет. Но блин у них, кстати, просто слово лепешка такая есть. Нет, ну я не знаю, как насчет сковородок, там в Тибете, мне кажется, не очень. Давайте будем больше... Это связано с человеком. Вот это слово прям связано с человеком. Вот, давайте про человека будем думать. Лицо и горячее. Что там с ним происходит, с этим человеком? Взгляд. Нет, это не взгляд. Правильно, это стыдно. Это слово стыд. Да, да, это слово стыд. Да, лицо горит. Это слово стыд. Вот. Ну, теперь... Значит, я хочу отметить, что сейчас будет загадка. Она... Ну вот с поездом сказали, как же так, почему не про старину? Вот сейчас будет загадка, не обязательно про старину, совершенно не обязательно слово из старины. Но к этому слову лицо, которое у меня из стыда, я добавлю еще слово книга. Давайте подумаем, что получается, лицо и книга. Обложка. Хорошая версия, но неправильная. Лицо и книга. Нет. Знание. Нет. Картина. Нет. Душа. Что? Душа. Нет. Читатель. Нет. Нет. Что еще? Нет. Ученый. Давайте будем смелыми и современными. Давайте Компьютер. поставим. Что?
Компьютер у них, кстати, называется машина с электрическими мозгами. Вот так вот. Да, такое хорошее слово. Машина с электрическими мозгами. Нет. Но вот то, что машина с электрическими мозгами, нам, кстати, показывает то, что они на все вот эти современные вещи свои тибетские имена как бы дают. На все у них вот эти вот свои тибетские имена. Давайте подумаем, что такое может быть лицо и книга. Что? Мозги. Нет. Лицо и книга. Нет. Лицо и книга. Смартфон. Нет. У нас с вами есть яблочный телефон в тибетском языке. Это и есть, да, iPhone. Вот так называется, яблочный. У нас с вами телефон еще называется ротовая камера. Вот, камера для рта. Вот, ну и получается яблочная ротовая камера, это у нас iPhone. Речь. Нет, это не речь. Давайте, что еще это может быть? Лицо и книга. Ну? Выражение эмоций. Нет. Ну давайте, лицо и книга. Разговор. Нет. Умный. Нет. Нет. Человек интеллект Нет. 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 Наоборот, тупит. Наоборот. Да. Тупой. Нет. 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 А первая буква какая? Лицо и Не книга. ответа. Какой ответ? Ответа? Откройте две буквы. Ну прям очень легко. Лицо и книга. Лицо и книга. Это про человека? Ну, я не знаю, это про человека, как ты думаешь? Сейчас подсказка, как сказать, вот сидит мой сын. В целом с людьми это связано, да, с людьми это безусловно. Мордобой. Что? Душа? Нет, нет, нет. Мысли. Сдаетесь? Ну, вы Нет, Олю не когда мысли. что-нибудь. Но это Это связано всегда с людьми. Но это, мне кажется, больше тупит, чем развивает, как сказать, интеллект. Вот. Школу. Это очень по-молодежному, очень популярно, стильно, модно, молодежно. Что это может быть? Макияж. Нет, 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 нет. Нет, это все уже называли. Обложка, макияж, иллюстрация, философия, все называли. Лицо и книга, давайте, лицо и книга. Еще раз скажите себе, лицо и книга. Давайте. Нет. Лицо и книга. Лицо и книга. Это книга, да. Лицо и книга. Что это такое? Ну что, все, сдаемся? Сдаемся. Нет, не сдаетесь? Русские не сдаются. Ну, у нас с вами время уходит, поэтому это Facebook. Это тоже электрический. Это Facebook. Это ж так и называется. Facebook, да. Записная книжка. Это Facebook. Социальная сеть Facebook. Ну, кстати, это нам с вами говорит о том, что тибетцы все переводят на свой язык. Они очень не любят заимствования. Вот. Уж если они современные, вот эти все вещи, такие как Facebook, переводят А на у нас тибетский была язык. подсказка компьютер, а вы не сказали тепло. Facebook есть и на телефоне. Вот. Но они и философию тоже всю перевели. То есть они разработали терминологию вот в свое время, тогда еще вот в 7 веке, в 9 веке, во времена царя Сацема Гампу, когда пришла буддистская дхарма в Тибет, на все были разработаны свои специальные термины. У нас, кстати, в русском языке идут фонетические заимствования, то есть там слово Будда, сансара, нирвана, это у нас все фонетические заимствования из санскрита. В тибетском языке все свои слова на все. Вот, то есть у них там Будда, сангье, там сансара, порва. Вот у них вот это вот как бы так вот разработано. Ну, из-за этого, кстати, есть достаточно такие серьезные споры между переводчиками. Кто-то считает, что мы должны сейчас там в русском языке новые слова придумывать, которые как бы под это постепенно подойдут. Кто-то считает, что нет, фонетические заимствования надо брать и так далее. В это, в принципе, лучше не лезть. Вот. Что еще мне хочется рассказать очень интересное? Да, можно. Спросить. Вот смотрите, у нас в русском языке, вот мы читаем, когда текст, да, разлезть, там даже может быть слово, допустим, ошибочно стоит, похоже, да, вот там ошибки могут быть слова, но мы все равно его понимаем правильно, и смысл предложения понимаем правильно, вот уже так на автомате, а у них вот... Вы знаете, конечно, я думаю, что нет, ошибки там, если вы очень хорошо знаете контекст, то, скорее всего, можно догадаться, но дело в том, что слова у них очень короткие.
очень короткие, и у вас вот одна буква написана по-другому, это уже может казаться совсем другое слово. Вот прошлой осенью, нет, даже, по-моему, вот недавно в Москве была конференция буддийских переводчиков, как бы достаточно много их собралось, там вот один человек выступал с докладом, они сверяют переводы на тибетский язык сутр старых, которые находят оригиналы на санскрите. И вот там, в принципе, бывают случаи, когда одна буква потерялась в слове, а это резчик по дереву мог ее потерять. Вот он один раз переписывал, потерял эту букву, а это уже другое слово. И ты уже не догадаешься. То есть вместо там глагола «пугать» получился глагол «разрушать». И, в общем-то, ну, как бы то ли там пугали, то ли разрушали. Вот. То есть вот эти вот ошибки, они достаточно критичны в тибетском А вообще языке. предложения там длинные, короткие? Как вообще Предложения бывают очень разные. Безусловно, грамотные люди говорят длинными, сложно подчиненными предложениями. Грамматика, грамматический строй, грамматическая логика очень сильно отличается от русской. И в тибетском языке у нас есть такой момент. У нас глагол стоит всегда в конце. А еще после глагола в разговорной речи стоит отрицание. И вот вы стоите и ждете, когда он договорит. То есть у нас с вами идеально. Вот что называется синхронным переводом? На самом деле синхронный перевод – это когда человек еще говорит, а вы сразу начали его переводить, потому что вы уже как вот синхронисты, ну, как бы международного уровня, они говорят одновременно. Кроме японских, потому что там глагол в конце. И у тибетцев то же самое. Вам нужно дослушать до конца, услышать глагол. Вот. А еще после глагола окажется отрицание. И вот, значит, мы завтра к тебе домой придем. Нет. И вы так, о. То есть вот такая у нас с вами получается ситуация в тибетском языке. Вот. И есть еще очень интересный феномен в тибетском языке, но это касается именно разговорного языка. В письменном языке этого феномена нету. У нас в разговорном языке есть специальные глагольные окончания, при этом эти глагольные окончания, они врезаны в язык так, что не использовав их, вы не сможете сказать предложение, они обязательно должны стоять. Эти глагольные окончания, они сообщают степень вашей осведомленности той информации, которую вы рассказываете. Что это такое? Это, например, я говорю там «начальник в кабинете». И когда я сказала это предложение «начальник в кабинете», я сразу в это предложение обязана врезать специальное слово, без него предложение не состоится, в котором я показываю, видела ли я своими глазами, что он в кабинете, то есть открывала дверь и заглядывала, или он просто шел по коридору, наверное, в кабинет, и это, в общем-то, время, когда он, по идее, должен быть там. А можно вот параллельно на этом языке? Ну, там го-3, лекунла, йо-рей, го-3, лекунла, йо. Вот, то есть вот специальное есть окончание. У там, них тоже есть, да, но говорит. Вот. Нет, это как бы вам просто кажется по привычке какой-то. Вот, то есть есть специальное окончание, которое покажет, выделили вы своими глазами, уверены вы на 100%, или вы сообщаете информацию, которую вроде бы как так должно быть. И вот этих вот окончаний, их огромное количество, они очень разные, и у нас там еще есть степень уверенности, есть окончание, которое сообщает уверенность 90%. Начальник в кабинете, и ну, я как бы на 10% не уверен. Вот. Есть степень уверенности 75%, 65%, есть степень уверенности 50%. И я прям спрашивала носителя, скажите, а мне вот это предложение 50%, как переводить? Как положительное или как отрицательное? Вот они говорят, как 50 на 50. Вот. Ну, как 50? У нас нет 50 на 50. Да. У нас, конечно, есть очень похожие вещи. Это наши вводные слова, такие как «наверное», «скорее всего», «возможно», где-то так. Но у нас вот в этих вот словах «наверное», «возможно», где-то так, у нас в них нету вот этой точной процентовки, градации. А в тибетском языке прям точная процентовка вот эта вот градация уверенности. Это высокая степень уверенности, это чуть ниже, это 50%. И есть даже низкая степень уверенности 10%. Ну, конечно, вроде бы технически это предложение считается положительным, но 10% уверенности, конечно, на русский язык мы его переводим как отрицательное, вот, потому что это очень низкая степень уверенности. Вот это вот интересный феномен. Современную журналистику он бы убил, этот феномен, потому что получилось бы, что у нас с вами сегодня, вы все знаете, маски сброшены, сегодня как бы не события делают новости, а новости делают события. Вот. И вот это вот все, как бы, что как бы рассказывается в современном мире, что вот там происходит то-то, там происходит то-то,
Если бы надо было ставить эти окончания, вы бы сразу знали, ага, так они в глаза не видели вот этого. Ага, а вот эти там были, они это видели. Вот, то есть вот это вот там является обязательным. Но это не касается письменного языка, в письменном языке этого нету. И особенно это касается первого лица. Когда я говорю о себе, у меня тоже есть определенное окончание, когда я говорю глаголы, употребляю действия, которые я делаю в здравом рассудке по собственной воле, и совсем другое, если это со мной случилось, но я в этом никак не участвовала. Такие глаголы, как заболела, подскользнулась, упала и так далее, и так далее. То, что со мной произошло без моего личного участия. Есть ряд глаголов, которые у меня мечутся туда-сюда. Например, глагол «встречаться». Глагол «встречаться» у меня может быть намеренная встреча, может быть непреднамеренная встреча. Это все выруливается вот этими специальными окончаниями. Вот. Но даже есть ряд глаголов, которые, ну, например, глагол «умирать». Вот он у меня какой? А я могу поставить окончание специально и показать, что как бы я думаю свести счеты с жизнью. Он покажет, что там есть волевое намерение. Или как бы, ну, мы все обязательно когда-то умрем, это, естественно, течение жизни, это у меня не волевое окончание. Вот это вот очень интересный перевоплотиться как феномен. будет глагол? Что? Глагол перевоплотиться какой будет? Ну, знаете, там как, у нас есть глагол «рождаться», который всегда только не волевой. И возникает вопрос, подождите, ну как же, вот лама же у нас с вами. Там есть специальный глагол, когда говорится «принял рождение». Принял рождение. То есть там вот такой вот, через такую форму это говорится, произносится. Вот. То есть это то, что мы называем «перевоплотился, принял рождение». Вот сколько может значение у слова быть? Просто вспомним, Ну, вот слово если- «ручка», да, у него. Ну, Именно значение. если говорить о, например, каких-то философских терминах, то у них иногда бывает большой Нет, ну абзац. даже бытовых, вот я говорю, там даже он читал, там, Ну, слово «ручка», бывает там, да, иногда. Вы 30, знаете, бывает. вот есть какие-то такие сюрпризы в тибетском языке. У них есть, например, одно слово, которое одновременно у него, как вот ручка, да, там ручка, которой мы, как сказать, дверь открываем, и ручка, которой мы пишем. Вот. То есть там, или там, кто там, ключ, да, ключ, которым мы дверь открываем, или ключ, который ручей. У нас есть такое слово, которое иногда оно значит любимый, а иногда оно значит плохой. Вот. Где-то в глубине души мне кажется, что это не случайно. Вот. Но я вот первый раз с этим словом столкнулась, когда там давно я, значит, занималась тибетским языком, и там, значит, было как мать, значит, как мать к своему, значит, сыну. И я, значит, перевожу этому тибетцу и говорю, как мать, значит, к своему плохому сыну. Он говорит, любимому, а не плохому. И у меня такой шок был. Вот я говорю, как любимому? Он говорит, посмотри, я открываю словарь, а там написано плохой, запятая, ну, точка с запятой, любимый. То есть два значения вот таких вот. И мы, конечно, с этим словом прям, ну, там, с студентами, когда занимались, говорили, обратим внимание, запомним, что иногда это плохой, иногда любимый по ситуации, только по контексту можно разобраться. Бывают такие слова, бывают. Вот. Но не то, чтобы их прям очень много, но вот такие вот достаточно противоположные значения. Так что так вот. Ну, сейчас, наверное, мы уже с вами... Сейчас хотите спросить Да. что-то еще, да? А вот жестовые выражения, они схожи с нами там? Да, нет. Ну, у них есть там своя специфика, когда они показывают язык, хотя сейчас они этого уже не делают, они вас приветствуют. А раньше всегда в тебе читалось хлопать в ладоши, это значит я про эти устранять вредоносных демонов. Поэтому, когда европейцы, значит, приходили в Тибет и им все аплодировали, это нет, это их не встречали аплодисментами, это исчезни, демон, исчезни. Так что как-то так. Нет, я еще мыслю, они не поддерживают язык жестами. В принципе, нет, это не итальянцы. Или они Нет, спокойно? нет, они достаточно спокойно говорят. Да, да, они достаточно спокойно. Так что так вот. Ну, на самом деле, еще мне хотелось бы что сказать, что я веду страницы в социальных сетях, вот как раз Facebook, Нодеп и ВКонтакте есть страницы, есть группа, называется Тибет-класс, по-русски Тибет-класс. Язык, культура, философия, там как-то много интересного, соответственно, я там администратор, можете со мной связаться. И вот через неделю у меня начинается онлайн-курс тибетского языка разговорного. Вот. Ну, там, конечно, он будет рассчитан на серьезное намерение изучать язык, но вот если вы зайдете вот в эти страницы, социальные сети ВКонтакте, там вот есть выложена вся информация об этом курсе. Вот.
принципе, конечно, тибетский язык, он очень интересный, много ждет вас сюрпризов, если будете его изучать. Так что так. Ну, у меня, кстати, уже 6 учебников написано, еще я надеюсь, что это не конец. Вот. Тамара Илюхина можно где-то найти. Может быть, вопросы есть еще? У нас есть несколько минут, может быть, еще вопросы есть, обсудим их. Какие-нибудь. Когда отправляли сына по историческому вот этому моменту, я все хочу спросить, когда отправляли сына министра в Индию, Да. так я понимаю, чтобы он привез оттуда что? Чтобы он там выучил язык, Так. и на основе знания того языка создал тибетскую письменность. Но не привез то, что там есть. И то, что там, да, ну, на основе свою тибетскую создал, но на основе того, что выучил там. Да-да-да, мы сейчас уже разворачиваемся. То есть он не просто передрал индийский язык. Да, да, он переработал, да. Нет, ну, а произношение разное, вы напрямую не передерете. Не получится. Произношение все равно другое. Он как взял за трафарет. Ну, да, он как бы взял за основу и разработал свою. Ну, тогда большое вам всем спасибо, что вы были здесь сегодня со мной. Вот, надеемся, еще увидимся. А у меня осенью идут в Музей народов Востока лекции. Осенью в Музей народов Востока в лектории есть цикл лекций о Тибете. Я там читаю лекции, 4 лекции. Соответственно, они когда будут там в конце августа выкладывать расписание лектория, приходите. Там есть очень интересная лекция о тибетской книге мертвых, которую я читаю. О тибетских храмах есть лекция, о тибетской материальной культуре и о языке тоже. Все, большое всем спасибо. Спасибо вам.